Ой. Это Я немножко штатив. Я немножко штатив. ты отлично выглядишь. Хорошо, маэстро. Мы уже неделю собираемся что-нибудь записать, ходим, все. Ну, мы ходим кругами Да, просто да. потому, что мы как не могли выбраться, Да. выбрались. Я не знаю, что вам слышно, но музыка у нас с бэкграундом красивая, навевает романтичные мысли. А Да. какие мысли навевает? Мне все время кажется, что история идет по кругу и периодически возвращается. Собственно, мы же об этом стали снова говорить, когда Дракулу посмотрели. Да, Понедельник. да. С Дракулой все сложно. Тут либо ругаешь себя за то, что пошел посмотреть, либо пытаешься смотреть на все как на очень легкое приключение, но нестыковки немножко пугают, поэтому ты больше ругаешь себя, что пошел посмотреть. Но это меня нужно ругать, потому что я же вампирист, соответственно, я стараюсь смотреть все, что попадается под руку из нового по теме. Хотя я прекрасно знаю, что ничего нового уже быть не может. Все уже сняли. Уже был Люк Эванс, уже был Джерард Батлер, уже был Гэри Олдман, и Кристофер Ли, и Ричард Роксбург, кого только не было. Но проблема с Дракулой в том, что, снимая такой сюжет, ты все время рискуешь впасть в копипейст, так или иначе, потому что до тебя уже сняли слишком много. Историю, которую снимают с начала 900-х годов, нельзя снять по-новому. Даже показать, если... что было на самом деле. Ну, Это будет документальный фильм. даже если это Люк Бессон, который привык снимать фантастические вещи, ты должен понимать, что ничего нового про Дракулу ты уже не сделаешь. Особенно если начало твоей истории абсолютно полностью совпадает с тем, что уже сделал до тебя в 92-м году Фрэнсис Форд Коппола. Вот тут-то и начинается самое интересное. Стащил Коппола то, чего не было в романе. Да. Но Элизабету для Копполы специально придумал сценарист Ричард Харт, кажется, если мне не изменяет память. И было это сделано специально для того, чтобы показать связь истории и сюжетных линий. Элизабету придумали, но у Дракулы была первая незадокументированная жена. В смысле, никто не знает, как ее звали. Она была, но никто не знает, как ее звали, поэтому вполне возможно, это и была Элизабета. Копировать полностью начало не очень хорошая идея, на мой взгляд, потому что кому интересно смотреть то, что уже было. Эйко Ишиока придумала классные доспехи, взяв за вдохновение, использовав, мотивы животного мира. Что сделали в этом фильме с доспехами, мне вообще непонятно, потому что они не похожи ни на доспехи, ни на доспехи исторические, ни на абсолютно фэнтези. Видимо, что-то фэнтезийное придумали наспех. Это Final Fantasy с элементами не пойми чего. Шлем-дракон. Это точно что-то из Final Fantasy. Какие-то перья железные на кольчуге, зачем? Это очень неудобно, это нефункционально. Уж тем более не в румынском колорите. Абсолютно не исторично. Абсолютно не исторично. Потом я молчу про платья, которые все на эпоху две позже. Замок, который выстроен в стиле готического собора. Я первые 15 минут, пока смотрел, думал, это «Красавица и чудовище» в новой трактовке? Или это... Потом, правда, пришел на ум парфюмер в отдельных сценах с танцами и духами в Константинополе, в Италии, в Милане, не пойми где. Я не знаю, зачем склеивать «Красавицу и чудовище», парфюмера, призрака оперы, добавлять туда немножечко Дракулы, Хорошо, что там не было пятого элемента. Все в целом был пятым элементом, мне кажется. Особенно франко-румынская граница. О, да. Тут у меня аж челюсть отпала. Я на этом месте хотел плюнуть, встать и уйти. Какая франко-румынская граница? Даже я знаю, что если выехать из Румынии, Эйфелева башня не будет за поворотом.
Ну, я, конечно, географический кретин, возможно, но я знаю, что Эйфелева башня не так близко к Румынии находится. И потом, в то время она еще не была построена до Я конца. же шучу, что мы здесь находимся на немецко-литовской Ну границе. да. Но это мы тут. А он-то снял фильм в $53 миллиона бюджетом. Вот именно. Я не знаю зачем. Если ему хотелось снять Калибл Лендри, ну, снял бы Калибл Лендри Джонса, ну и черт с ним, ну, был Догман, ну, снял бы Догман 2, я не знаю, Кэтмен, все что угодно. Нет, Дракула. Притом Люк Бессон спокойно признается, что он вообще не фанат темы, ему это не надо, и вампиров он не любит, ему просто хотелось дать Калибу Лендри Джонсу возможность сыграть драматическую роль. Как будто других драматических ролей не нашлось. Так он, как замороженная рыба, весь сюжет смотрит на все, что происходит. Единственный нормальный персонаж в фильме — это священник. Да, Кристоф Вальц, ой, Он это вытягивает. безупречный комедийный тайминг, Да, абсолютно безупречная мимика, но Кристоф Вальц все-таки актер с опытом. да. И его эта австрийскость, она так и выпирает там, это просто прекрасно выглядит. Хороша была еще Мария Итальянка, вампирша чудесная. Доктор невозмутимый, абсолютно бестолковый, тоже был хороший. То есть комедийные элементы были роскошные. Мина, не вытягивающая химии с Дракулой, и уши у нее торчат, и платье она поднимает слишком высоко, когда поднимается по лестнице. Это надо обязательно показать, как будто мы снимаем какую-то псевдовикторианскую порнографию. Я не знаю, зачем Люк Бессон это сделал. Мне понравились, опять же, комедийные элементы. Это уйдите, нет, останьтесь, нет, только не в окно, нет, не через дверь. Это все очень мило. Я не знаю, какие такие высокие отношения были у этой Дракулы с той женой. Если большая часть времени они кидались друг друга соусом от Зато мяса. Они целые 2 секунды ели бретонские блинчики на Монмартре. Это самое аутентичное, что было во всем фильме. Да, пожалуй. Русалка из аквариума тоже была ничего. Гранд зачем Гиньоль это? тогда были в Париже, естественно, я понимаю, но это был сам Гранд Гиньоль. О, самолетик полетел. В общем, если коротко, то 2 часа 9 минут исторических несостыковок для меня перебор. Если пускаться в детали, то, наверное, надо писать об этом. Да. Но, Мы еще об этом напишем. ну, да, но Большой-большой отзыв. штука в том, что в России фильм собрал очень много и продолжает собирать. Очень порядка. Мы давно ждали нового фильма от Люка Бессона. Дождались. Да. Выросло поколение, Я которое не допускаю- видело его в Я фильмах допускаю, что 90-х Калиб годов. Лендри Джонс неплохой актер. Просто эта роль не его роль, абсолютно. Поэтому очень странно видеть комментарии в Ютубе, в которых экзальтированные дамы пишут: «О боже, такой мужчина, на меня бы кто так посмотрел». Да это крипово, ребят. Он смотрит на вас так, как будто хочет вас съесть. Или как рыба, которую вытащили из воды, и она долго не знает, что ей там В делать. половине фильма он вообще выглядит как покрытый морщинами труп. Да, ну то есть он выглядит как плохая копия Да. Гэри Олдмана. В Дракуле не даже парик А похож. Носферату уже сняли, не надо было Да. там ничего воровать. Я понимаю, Уже нет, сняли. я понимаю, столько всего наснимали, что покоя не дает Да. зудить, тем более после Носферату. Ну, давайте посмотрим в глаза. Эггерс молодец, он снял изумительную штуку, и уж Лили Роуз Депп получше будет, чем эта девица, которая сыграла Мин. Даже не запомнил, как ее зовут. Они очень не доигрывают, костюмы скачут из одного в кадр меняются. Меняется цвет волос у возлюбленной. Это же длина волос. Длина у волос Дракулы. в пределах секунд. А Откуда батальная взялись... сцена в замке с румынской армией вообще была Я лишней. вообще не уверена, что она была румынская, потому что это была французская жандармерия, которую Которую упаковали в чемодан. Через границу перевезли. Федексом. Да. Быстренько. В общем, это довольно сложно без ругательств говорить об этом, потому что я такой зануда и ханжа, и мне жалко вообще уделить Люку Бессону возможность снять что-нибудь про Дракулу. Но если тебе не нравится тема, и ты в ней не разбираешься, то, может, не надо писать, что твой фильм основан на романе. За такие Да, деньги просто- можно было бы снять очень хороший фильм по хорошему сценарию, экранизировать какую-нибудь хорошую книгу, И дать, в потому конце что концов, Калибу Лендри тысячи Джонсу книг возможность ждут поиграть экранизации. лицом, Да, а не да. смотреть вот так вот. Деревянные. Ему наставили каких-то непонятных шрамов на лице. Заставили смотреть на все так, как будто он Показали, медленно как он умирает 7 раз в процессе. падал из окна. Зачем? Упал, понял, что ты не умрешь. Зачем 7 раз Помните, был повторять? мультик Игорь? Да. Вот там был кролик, серийный самоубийца, Да. который все пытался покончить с собой. Это как раз, по-моему, Люк Бессон прошелся по всему. По английской монархии, по французской монархии.
по вообще монархии в По целом, религии. по религии, по новинкам 20-летней давности. Ну, видимо, спал в склепе сам, Да. немножко проснулся и опоздал слегка к тому, что происходит. По Носферату прошелся. То есть, на самом деле, это по большей части сатира, если так посмотреть. Это немножко пародия на все фильмы, связанные с готикой, вампирами и всем прочим. Но сатира достаточно неумелая, и пародия достаточно сырая. В пародии должно быть больше юмора, Да. а в сатире больше сатиры. А тут Кристоф Вальц. На него можно было смотреть часами, потому что, во-первых, ему очень идет священнический облик, во-вторых, опять-таки, тайминг у него идеальный, комедийный тайминг, и он этим хорошо пользуется. Он единственный, кто играет нормально в этом фильме, кроме вампирши итальянки, которая отлично дразнила несчастного помощника врача, сидя в цепях, Потом выпил из него кровь. а потом выпила из него кровь. Ну, надо же чего-то есть, бедной Но девочке. Он все равно в итоге стал вампиром. То есть Мне она- непонятно, зачем ее жениха сделали внучатым племянником королевы Англии. Зачем все сместили в Париж, если Париж не был использован даже особо? Единственная цель помещения Парижа в активный сценарий, в активное кино, это как это по-русски? Единственная цель такого шага — это заставить Париж быть активным персонажем, а не показать его 5 Еще и секунд. тема горгулей не раскрыта совсем. Откуда взялись эти дети и почему они так похожи на жертв Холокоста? Я не знаю, о чем думал Люк Бессон. Возможно, он что-нибудь выпил. Возможно, это уже возраст. Мало ли. Я не знаю. Списался. Все фильмы, которым он пишет сценарий, обычно не очень хорошо идут в прокате, потому что я по себе знаю, когда ты пишешь сценарий, ты же хочешь все туда втиснуть. Еще хочешь, чтобы твой любимый актер блеснул. Но для этого не обязательно клеить ему клыки и назвать Дракулу. Можно было сделать нормальный драматический сюжет, в конце концов. Хотя, с другой стороны, в «Догмане» он уже поиграл драматическую роль. Дай ему комедийную роль. Покажи, что он талант. Нет. В итоге он просто заборожит, да и смотрит себя как простуженная селедка. Честно говорю, если бы я была на месте главной героини, мне бы, наверное, как это сейчас говорят, жестко крепануло бы с того факта, что тот странный человек в шляпе смотрит на меня вот так. Что-то мне тревожно. Как-то мне немного не по себе. Он еще ходит, все поливает вокруг духами, после этого хоть духами не пользуйся. Все женщины странно себя после этого ведут, при этом они находятся в пределах одной географической локации одного года, одеты в костюмы из разных эпох, как будто у них там... Потом он врывается в монастырь. Ой, это вообще отдельная штука, которая мне абсолютно не зашла. Не люблю этот термин, но тут подходит. Вот эта вот танцевальная погоня по дворам Европы и шпильки в сторону монархии всех времен и народов. Зачем? Ты хотел, чтобы было смешно? Вышло Когда как-то делал грустно. комедию. Вышло грустно. Какие танцы с духами? О чем? Где, Романтической комедии не получилось. где Брам Стокер? Нет Любовной там драмы Брама не Стокера. получилось. Не получилось. Жалко, что у Люка Бессона такой правильный. Я помню, один мой знакомый на Сабстеке пошутил, что это не Дракула Брэма Стокера, а Дракула Глэма Столкера. Потому что так оно получилось. Чувак в шляпе, в неаутентичном костюме ходит и смотрит вот так на главную героиню. Сделай вид, что ты главная героиня. Вот это так и получается. Только если... То есть, если ты смотришь на нее с точки зрения того, что ты хочешь ее съесть, это одно. А если это любовь всей твоей жизни, почему твои Зачем? руки должны ей рассказывать, показывать, кто ты? Почему не такие не жесткие фидбэки? И какая может быть музыкальная шкатулка с таким механизмом в 13 или в 14 веке? 15 веке. Не может. А потом она в него влюбилась после того, как он превратился в прах. И задали свой прах сорвать. Я не понимаю, что там происходит. Мне жалко Джонатана. Ему пустили кровь, его подвешивали с потолка, его горгули пытались Он покормить остался в супчиком. Он падал из окна, он расшибался. Да, он остался в живых. Но я не думаю, что после этого у них с Миной что-то могло получиться. Потому что она серьезно подвинулась, у нее ПТСД, у него свое ПТСД. Так он уже отвернулся от нее. Они же в итоге все равно расстались. Он просто Я не взял и знаю. ушел. Ну, Он же ушел. я не знаю, если она сдвинулась, то, конечно, у нее не Мина там осталась, они все ушли. Я не знаю, что происходит. Я помню эти сцены в других фильмах, связанных с Дракулой. Я помню абсолютно изумительную Вайнону Райдер, которая точно так же переживала по поводу отрубленной ей уже самой Дракулиной головы. Но там были чувства, у них с Гарри Олдманом была блестящая химия, несмотря на постоянное пьянство Олдмана.
И то, что большая часть его съемочного времени просто боялась съемочной группы. Самый эффектный момент был, когда Джонатан Мини отрубил голову. А нет, не Мини, а это Мария. Да, единственное, что он сделал красиво и зрелищно, но голова потом была другая. Опять же, есть стоящие комедийные моменты, полностью провальный сценарий, плохой каст, очень. Ну, то есть он не собран, они не сработаны, и между главными героями нет химии. Потому что, если вы считаете, что химия между главными героями это когда они переспали в кадре и все, это, конечно, не так, потому что химия должна быть немножко больше. Вот, пожалуй, и все. Тут еще экскурсия идет. Негромкая. Да. Но, Находимся в самом туристическом месте города, да. рядом с собором. Вот тут музыка подходит. Да. Здесь вся атмосфера подходит. Ностальжнули. Еще и осень. В общем, если вам нужно качественное кино, то не попадайтесь. Зрелищное кино, но тут вложились визуальные эффекты, да. Я не думаю, что это то кино, потому что все его минусы разобьют в пух и прах, плюс в виде Кристофа Вальца. Мы ждем теперь фильма через месяц с Джиллиан Андерсон. Да, там Джейсон Айзекс. Да. Хотя бы знаем, что эти двое не подведут. Просто есть проблема с Дракулой, его слишком много. Раньше, когда были хаммеровские фильмы Кристофер Ли, или, например, Фрэнк Лангелла, да, или... Это 60-е, 70-е. И 50-е, Да. это было прекрасно. Они могли взглядом сыграть то, что не мог сыграть никто. Был, разумеется, Белла Лугоши. Это уровень, до которого сейчас, мне кажется, никто не дотянется. Абсолютно. А потом пошли все вот эти масс-медиа Дракула. Джерри Батлер, который всюду шотландец, хоть ты его в Трансильванию, хоть во Францию пихай, он все равно Когда шотландец. он играет ирландца, он он всё все равно равно шотландец. Ну, нет, мы любим шотландцев. Просто он тоже... Это не его роль, точно так же, как «Призрак оперы», не его роль. Лучшая его роль — это Дэйв Харт. А и Пропоуз Миранда. Да. Это его лучшая роль. Нет, у Джерри Батлера были хорошие роли. Это, конечно, не «Спарта» и не 300, да, даже не 301-й «Спартанец». Там было много CGI, и зато была хорошая Елена Хиди, по крайней мере. И сцена, в которой посол летит. Хорошо полетел. Потом был Люк Эванс. Люка Эванса я люблю нежно, как люблю все валийское, но тут тоже. А то, что делал морду кирпичом, ты не становишься Дракулой. Опять же, если вы делаете какой-то хит-парад Дракул, то, разумеется, на первых местах должны стоять звезды старых фильмов. Пусть они будут трэшевые, до потери пульса, потому что это Хаммер, и это не самые там прям серьезные фильмы. Есть фильмы начала 20 века. Но, опять же, есть Макс Шрек в роли Орлока. Это все еще страшно. Есть прекрасный совершенно Скарсгард в роли того же Орлока. Тоже, страшно, потому что он ужасен. Он ужасен, потому что он вложился в эту роль на все 200%. Гэри Олдман, на которого можно смотреть бесконечно. Есть, конечно, Кристофер Ли, которого все равно никто не побьет. В моих глазах, по крайней мере, точно, потому что это блестяще. Это уже классика. Это В любом блестяще. случае надо смотреть. Можно говорить, что все началось с Беллы Лугоши, потому что он придумал этот плащ, это он был этим красивым, стильным Дракулой, но Кристофер Ли стоит так высоко, что другим просто можно пешком идти не добраться. Поэтому... У Беллы Лугоши есть козырь в том, что он сам вырос на этих легендах. Это его родное, ему Да. даже не надо было акцент делать фейковый. Он учил роль по аудиозаписи. А тут я могу его понять, потому что в своем первом выступлении на английском, это была сказка на 20 минут, я тоже учил ее с аудиозаписи. У меня не было текста. Было не весело, но я ее рассказала. Это был 3 класс. Да. Но в любом случае нельзя бесконечно снимать одно и то же. Если ты хочешь снять что-то стоящее, то сначала напиши стоящий сценарий. Все упирается в Да. сценарий. В чем был плюс Фрэнсиса Форда Коппола, я думаю, очевидно. Он подбирал каст долго. Они больше месяца читали книгу вслух по кругу. Они репетировали, Да. они привыкали друг к другу. Они все вместе перерабатывали сценарий. И это был долго звездный снималось. состав. Это был звездный состав, но кроме этого это были актеры, которые знали, что они делают. Да. Ну, кроме Киану Ривза. Ну, хотя кричал он в камеру неплохо. Его можно ругать за отсутствие акцента. Но Киану Ривз берет другим обычно.
Киану Ривз берет Киану Ривзовостью. Там были все остальные. Там саппортинговый каст был ничуть не лучше, ничуть не хуже, вернее, чем главный. И опять же, на Гэри Олдмана, этого мастера перевоплощений и акцентов можно смотреть бесконечно. Он не просто так сэр Гэри Олдман. Там был Энтони Хопкинс. Да. Уже это как дуэт Хопкинс-Олдман, это как дуэт Питер Кушинг и Кристофер Ли. Это как, не знаю, Винсент Прайс и Базил Редбол. То есть на это можно смотреть долго и облизываться, потому что это бесконечно прекрасно сделано. Здесь полный рассинхрон, герои, которые плохо друг с другом совпадают, и женщины не вытягивают романтику, мужчины не вытягивают батальные сцены. Капканы в снегу. Финляндия не похожа на Румынию, к сожалению. Тут вот немножко дали маху, снимали все в Финляндии. И в парижских студиях, ну там тоже лучше. Рассчитывают, что где-то там в Румынии было целое поле с капканами на волков. Эти больше капканы на медвежьи похожи. Вот, да. И потом, опять же, мне жалко горгулек, они мне понравились, но мне непонятно, откуда взялись эти дети. История не раскрыта. Нераскрытый момент. Непонятно... 2,5 часов хватило бы, чтобы все раскрыть вообще. Непонятно, откуда он взял идею с духами. Мне вот это совсем... Куда-то ездил, где-то Зачем? там. Зачем? Какие духи? Феромоны? Что? Ты горюешь по жене, которую потерял. Ты ездишь, собираешь духи и устраиваешь балы. Ты такая горе. 400 лет траура. Нет, он ходил по разным дворам, запамятовал номер короля. Это было очень мило, конечно. Пухляж. Пухляж, который решил собрать вокруг себя всех дворян. Это Людовик 15, 16 или 14. 14 не был пухляшом, так что либо это 16, либо 15. Но при этом ты нападаешь на всех и прямо у всех на глазах пьешь кровь. Да. По гриму, разумеется, это скорее 16, потому что все напудренные лица и все прочее. Значит, это было не 400 лет, а немножко дольше или немножко меньше. В общем, я сбилась в датах где-то там. Дату он не вытягивает, исторические соответствия на уровне -1. Костюмы меняются. Франко-румынской границы не существует, и замков на КПП никто не ставит. И вообще, правда, это красавица и чудовище, смешанное с призраком оперы и парфюмером. Под зонтиком от Брэма Стокера. Брэм Стокер бы плевался от этого, потому что там от его романа только имена. Джонатан и Мина, да. и Дракула. Все. Но Дракула там тоже какой-то странный. Да. Короче, грустно все это. Главное, что у Брэма Стокера подробно описано, кто как все выглядит. Я могла бы простить часть прегрешений Люка Бессона за музыку Дани Элфмана. Но тут даже она не вытянула всего. Я могла бы простить плохой сценарий чуть-чуть за Кристофа Вальца. Но ни Кристоф Вальц, ни Дани Элфман не вытянут весь фильм на 2 часа 9 минут. К сожалению. Печально. Но после такого количества снятого по теме, уж можно было дать себе труд хотя бы почитать Брэма Стокера и понять, что твой фильм так же далек от Брэма Стокера, как история Чебурашки от истории, если не знаю, тамплиеров. Брэма Стокера, не надо вообще браться за драку. Зачем? Сними фэнтези, сними что угодно, Нет, не привязывай это честно никакой сказал, стране. мне не важно было, что я снимал, я хотел, чтобы Калеб Лендер Джонс поиграл. Ну, может быть, он сыграл бы что-нибудь нормальное. Надо было просто Калеба спросить, какая у тебя любимая книга, экранизировать ее. Он бы ее сыграл, нормально. Он бы сыграл, да. Да. Нет, я не сомневаюсь, он неплохой актер после Догмана, я видел тут Кучу всего можно снять. У него очень живая мимика на самом-то деле, но здесь он смотрит на все, как будто он рыба, плывущая в киселе. Это тоже неубедительно. Так что нет, к сожалению, вот, это было разочарование с очень большими сюжетными дырами в сценарии, с кучей вопросов, несоответствиями и полным отсутствием химии между главными героями. Это так печально. Потому что в таких историях, если ты снимаешь любовную историю, химия между главными персонажами должна ощущаться. Horrible Histories, которые сняты совсем с другим бюджетом, есть химия между персонажами. Сработанный каст. Даже если это небольшие ролики. В любом случае, если ты выбираешь пару актеров для главных ролей романтической, темной, готической истории, у них должна быть такая химия, что можно было бы резать ножом. То есть там должно ощущаться напряжение. С самого начала, примерно как, не знаю, я сейчас скажу про Олдмана и Райдер, но это правда, потому что там она прямо, вот она ощутима.
Говоришь, вот так хочу, чтобы на меня смотрели, как Гэри Олдман смотрел на Тома Райдера, а не как Келли Плэнтед Джонс смотрел на вот эту вот, которая «Вы, наверное, моя Элизабет», а сказала она плохо Туман. «Нет, я не ваша Элизабет», она ответила, она поплыла в другую сторону. У нее нет Именно никакой... Мюррей, да. У нее нет никакой мимики, она падает в обморок чуть что. Мина была сильная, волевая девушка. С блестящим бриллиантовым мозгом, а не вот это вот. Извините, мне сейчас станет плохо, я упаду в обморок прямо перед вами. Почему? Корсет слишком тугой. Нет, я просто слабонервная и... О боже, он такой милый, сейчас упаду. Это тоже несерьезно. Все очень несерьезно. И вот это вот, каждый раз, когда она меня хотела, она заводила музыкальную шкатулку. Она не могла подойти к мужу и сказать: слушай, сегодня в 5 часов, в 6, в 7, прямо сейчас. Нет, я завел музыкальную шкатулку, она завела музыкальную шкатулку, мы снова завели одну и ту же шарманку, переслушиваем одну и ту же мелодию, может, что и возникнет. Конечно, я не сомневаюсь, что от маленькой музыкальной шкатулки по замку такое эхо блуждало, что все понимали, что она его хочет, но это несерьезно. Она его хотела и заводила шкатулку, он ее хотел и брызгался духами. Они парочка фетишистов, или я что-то не понимаю. Или они не могли друг другу сказать. Конечно, да, такого романтического секса, как у них был, наверное, шкатулка их помогает. Но мне тоже ничего не говорит об их высоких отношениях, то, что он бил ее спиной по двери. Или то, что они бросались друг в друга с соусом. Ну, постельных сцен как таковых там особо и нет. Они могли бы быть, хотя бы ради того, чтобы показать, что у них реально были чувства. Хотя, может быть, холодные румынские князья. Легче перечислить то, чего в этом фильме нет. Ничего Или нет. то, что туда вставили, это не должно быть. Ничего нет. Сейчас мы начнем мерзнуть, поэтому мы заканчиваем. Заканчиваем нашу... Хотели тираду. снять что-то короткое, поэтому мы решили уложиться в полчаса. Полчаса? Да. Черт побери, это слишком много. Все, бежим искать вампиров и снимать нормальное кино. Ну, здесь хорошая погода, может сюда Сейчас просто мы вам приходить покажем записывать. пару кадров того, что происходит. Музыка замечательная. Да, музыка замечательная, поэтому... Улыбись в камеру, Да. друг мой. Не показывай клыки, Не а то буду. испугаются. Сейчас покажу, что происходит вокруг. Секунду. Тырдым, тырдым, тырдым. Даже реку показать. Видите, небо все еще голубое. Очень кривые ракурсы. Но мы же говорим о кривом фильме, поэтому ракурсы кривые. Сюда мостик виден, вон тот или нет? Мостик чуть-чуть виден, да. В Железный общем, древний ребятушки, завод. смотрите хорошее кино, и будет вам счастье.